Передо мной на полированной поверхности стола из темного дерева лежал лист плотной бумаги, трудовой договор. Запах дорогого парфюма, кожи и едва уловимый аромат свежесваренного кофе смешивались в воздухе этого просторного кабинета на 14-м этаже, создавая почти осязаемую ауру успеха и стабильности. Мужчина напротив, Станислав Игоревич Волков, молчал, давая мне время. А я смотрел на строку с суммой оклада, и цифры плясали перед глазами, отказываясь складываться в реальность. Еще 3 дня назад само существование этого мира, этого кабинета и этого человека казалось мне чем-то из параллельной вселенной, недостижимой, как другая галактика. Но еще 3 дня назад мое утро начиналось совсем не так. 5:00. Не звонок, скорее предсмертный хрип старого электронного будильника вырвал меня из короткого, тяжелого сна без сновидений. Рука сама на автомате нашла кнопку, и дребезжание оборвалось, оставив после себя гулкую тишину маленькой квартиры в Люберцах, в которой, казалось, застыл холод ноябрьской ночи. Я сел на скрипучем диване, который служил мне и кроватью, и рабочим местом, и столом, и просто единственным островком личного пространства. Взгляд уперся в обшарпанные обои с выцветшим рисунком, на которых плясали отсветы уличного фонаря. 26 лет. В этом возрасте, как я когда-то наивно полагал, мужчины уже строят карьеру, покупают машины, заводят семьи. Я же строил лишь хрупкую конструкцию из подработок и долгов, пытаясь удержать на плаву наш с Кириллом маленький ковчег, давший течь сразу после ухода родителей. «Кир, подъем!» Голос был хриплым и чужим. «Опоздаешь в школу». Тишина. Мой 16-летний брат спал на старой родительской кровати в единственной комнате, отгороженной от остальной квартиры хлипкой ширмой. Его худощавая фигура под одеялом казалась совсем детской. Темные круги под глазами, которые не проходили уже пару лет, были нашей фамильной чертой, печатью вечной усталости. С тех пор, как не стало мамы и папы, я поклялся себе, что подниму его, выучу, дам ему тот старт, которого у меня самого никогда не было. Эта клятва была моим стержнем и моим проклятием. Я прошел на крошечную кухню, где на столе белела стопка неоплаченных счетов. Коммуналка, просроченный платеж за интернет, квитанция за мою вечерку в Плехановке. Рядом список того, что нужно было купить Кириллу для его занятий в кружке по робототехнике, его единственной отдушине. Я мысленно прикинул остаток на карте и понял, что до зарплаты мы снова не дотягиваем. Зарплата кассира в продукт-маркете — это скорее насмешка, чем вознаграждение за 12 часов на ногах под писк сканера и недовольное ворчание покупателей. Но диплом экономиста, который я получу через год, если не отчислят за неуплату, казался мне тем самым билетом из этого замкнутого круга. «Дим, это ты вчера гречку купил?» Сонный Кирилл появился в дверях, ероша светлые волосы. «Я», — кивнул я, ставя перед ним тарелку с кашей. «Нашел по акции. Ешь давай. И не забудь, сегодня после школы, чтобы сразу домой. Никаких прогулок». Он проглотил завтрак с жадностью растущего организма, а я бросил взгляд на часы. Почти 6. Через час мне нужно было быть на кассе, а это значит бегом на станцию, в ледяную, набитую сонными и злыми телами электричку до Москвы. Я поправил съехавший воротник на его школьной рубашке, заметив крошечную дырочку у пуговицы. Надо будет зашить, если вечером останутся силы.
Схватив рюкзак с учебниками и контейнером с обедом, я выскочил на улицу. Морозный воздух обжег легкие. Некогда было жалеть себя. Впереди ждал Виктор Павлович, наш менеджер, с его фирменным выражением лица, будто он только что съел лимон целиком. И он уже дважды предупреждал меня об опозданиях. Электричка, как и всегда, была моим личным филиалом ада на земле. Вагон, пахнущий сыростью, несвежей одеждой и дешевым кофе из автоматов. Я втиснулся у окна, чудом заняв откидное сиденье, и попытался открыть учебник по макроэкономике. Строчки сливались в сплошную серую массу. Вокруг такие же, как я, маятники, качающиеся каждый день из Подмосковья в Москву и обратно. Уставшие женщины с тяжелыми сумками, студенты в наушниках, хмурые мужчины в спецовках. Я часто ловил себя на том, что разглядываю их, пытаясь угадать их истории. У кого-то они были наверняка тяжелее моей. Эта мысль почему-то приносила странное, горькое утешение. Я не один. Именно в этот момент я и заметил их. Пожилая пара, стоявшая у дверей. Он, высокий, сутулый, с абсолютно белыми волосами и тонкими аристократичными чертами лица. Руки его, покрытые старческими пигментными пятнами, заметно дрожали, когда он пытался удержать объемную папку с бумагами и полиэтиленовый пакет с лекарствами. Она — маленькая сухонькая женщина с добрыми, но полными тревоги глазами. Она смотрела на мужа так, словно боялась, что он вот-вот рассыпется, как песочная фимура. Вокруг них бурлил людской поток, но никто, казалось, не обращал на стариков никакого внимания. Просто очередные статисты в утренней давке. Внезапно поезд резко дернулся, входя в поворот перед очередной станцией. Мужчина качнулся, не удержался. Папка полетела на грязный пол. Из пакета посыпались блистеры с таблетками и маленькие коробочки. Неловкий, стыдливый момент. Десятки глаз на секунду обратились в их сторону. Кто-то раздраженно цыкнул, но никто не сдвинулся с места. Все были поглощены своими телефонами, своими мыслями, своим желанием поскорее добраться до нужной точки. И тут меня пронзило. Не мысль, а скорее удар тока. Внутренний голос, такой ясный и четкий, закричал: «Вставай!» Но другая, рациональная и уставшая часть меня тут же зашипела в ответ: «Сиди! Ты занял место. Ты всю смену на ногах. Опоздаешь — тебя уволят. У тебя Кирилл». Я посмотрел на часы на телефоне. 6:30. 10 минут до моей станции, потом 15 минут быстрым шагом до супермаркета. Каждая секунда на счету. Но перед глазами вдруг встал образ деда, маминого отца. Такого же высокого и нескладного, как этот старик. И то, как он в последние годы так же беспомощно ронял вещи. Совесть и страх схлестнулись в груди, как два поезда на встречных путях. Я закрыл глаза на мгновение, всего на одно короткое мгновение, и принял решение. С трудом поднявшись, я начал протискиваться сквозь плотную стену тел. «Разрешите, пожалуйста», — бормотал я, пробираясь к старикам. «Позвольте, я помогу». Я опустился на колени на липкий от грязи пол, собирая разлетевшиеся таблетки и бумаги. «Спасибо, сынок». Старик смотрел на меня растерянно, его голос дрожал. «Сам не понимаю, как так неловко получилось. Нервничаю я что-то. Мы из Воронежа», — торопливо заговорила его жена, словно извиняясь за все неудобства мира. Голос у нее был тихий, как шелест сухих листьев. «Я Анна Сергеевна, а это муж мой, Николай Петрович. Мы на консультацию к врачу ехали, а тут такое». Она осеклась и отвела взгляд.
И в этой паузе, в этом внезапном молчании посреди гула вагона я почувствовал всю глубину их беды. «У нас в метро кошелек вытащили», — еле слышно добавила она. «И телефон. А там все было. И деньги, и номер сына». Слова Анны Сергеевны повисли в спёртом воздухе вагона. «Украли». В этом одном слове была вся квинтэссенция их беды. Беспомощность, страх, растерянность двух пожилых людей, вырванных из привычной жизни и брошенных в безразличный, хищный мегаполис. Я смотрел на их лица. На пергаментную кожу Николая Петровича, на котором проступили красные пятна, на дрожащие губы его жены, и холодная волна отчаяния, но уже не моего, а их, чужого, захлестнула меня. Вся моя утренняя спешка, страх перед Виктором Павловичем, мысли о зачетах и долгах вдруг показались мелкими, эгоистичными. Я закончил собирать разбросанные лекарства, аккуратно сложил их в пакет. На одной из коробочек было написано название, от которого у меня похолодело внутри. Этот препарат принимала моя бабушка в последний год жизни. Я знал, что пропуск даже одного приема может быть критичным. «Вам нужно срочно принять лекарство», — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уверенно, хотя внутри все сжималось от предчувствия надвигающейся катастрофы. «Да, сынок», — кивнул Николай Петрович, тяжело дыша. «Мне бы водички. Следующая станция — Москва-Товарная. The next station is Москва-Товарная». Металлический голос диктора прозвучал как приговор. Это была моя станция. Часы на телефоне показывали 6:40. У меня оставалось 20 минут, чтобы добежать до работы. Я мог бы сейчас просто отдать им пакет, сказать что-то ободряющее вроде «держитесь» и выскочить из вагона. Мог бы. Но я смотрел на трясущиеся руки старика, на полные мольбы глаза его жены и понимал, что не смогу. Не смогу уйти, оставив их здесь одних, зная, что через пару часов буду пробивать на кассе молоко и хлеб. А этот человек, возможно, будет лежать где-нибудь на вокзальной скамейке, борясь за каждый вдох. Образ бабушки, ее беспомощный взгляд, который я видел в больнице, встал перед глазами так ярко, словно это было вчера. Я проехал свою станцию, поезд, издав скрежет, остановился на Казанском вокзале. Поток людей подхватил нас и вынес на перрон. Здесь, в огромном гулком пространстве вокзала, растерянность стариков стала еще более очевидной. Они жались друг к другу, как двое детей, потерявшихся в лесу. «Так, не волнуйтесь. Я взял на себя роль командира, потому что кто-то должен был. Сейчас мы все решим. Посидите здесь, я куплю воды». Я подвел их к одной из немногих свободных скамеек, а сам метнулся к ближайшему ларьку. Бутылка воды и 2 горячих пирожка с картошкой обошлись мне в 300 рублей. Почти все наличные, что были у меня в кармане. Когда я вернулся, Николай Петрович уже тяжело дышал, прикрыв глаза. Анна Сергеевна гладила его по руке, что-то шепча ему беззвучно. Он с жадностью выпил лекарство, запив его водой. Я протянул им пирожки. «Спасибо, милый», — прошептала Анна Сергеевна, и в ее глазах блеснули слезы. «Дай Бог тебе здоровья. У нас сын Станислав. Он должен был нас встретить, но мы приехали раньше». Хотели сюрприз сделать. Вот, сделали. Телефон в кармане завибрировал. На экране высветилось Света.
Я отошел на пару шагов, чувствуя, как сердце ухнуло вниз. «Дим, ты где?» Голос Светы был встревоженным. «Виктор Палыч рвет и мечет. Сказал еще 5 минут, и он оформляет акт об отсутствии на рабочем месте». «Свет, я на Казанском. Тут проблема у людей. Я не могу их бросить». «Дим, ты с ума сошел? Какая проблема? Тебя уволят к чертовой матери. Ты же знаешь, он только и ждет повода». «Знаю», — ответил я глухо. «Скажи ему, что я задерживаюсь». Я повесил трубку, понимая, что это конец. Акт об отсутствии — это прямой путь к увольнению по статье. Воздух вдруг стал плотным, дышать стало трудно. Паника начала подступать к горлу. Кирилл, учеба, квартира. Цепочка последствий разворачивалась в сознании с ужасающей скоростью. Я вернулся к старикам. «Нам нужно как-то связаться с вашим сыном. Станислав. Фамилия Волков. Станислав Игоревич Волков. У него своя фирма, что-то с перевозками связано. Волков Логистик, кажется». Я попытался найти что-то в телефоне, но мой старенький смартфон едва ловил сеть в массивных стенах вокзала. Поиск не давал ничего конкретного. Десятки компаний со схожими названиями, сотни Волковых в социальных сетях. Без точного номера или адреса это было все равно, что искать иголку в стоге сена. «Пойдемте в полицию», — предложил я, хотя сам не верил в успех. В линейном отделе на нас посмотрел уставший лейтенант с потухшим взглядом. Он выслушал сбивчивый рассказ Анны Сергеевны, зевнул и протянул бланк. «Пишите заявление о краже. Поиском людей мы не занимаемся. Можете обратиться в справочную службу вокзала». Справочная служба оказалась окошком, за которым сидела женщина с таким выражением лица, будто ее работа — объяснять идиотам, что они идиоты. Номеров телефонов частных лиц мы не даем, адреса компаний тоже. Ищите в интернете. Круг замкнулся. Мы снова оказались у той же скамейки. Николай Петрович заметно побледнел, усталость брала свое. Анна Сергеевна смотрела на меня с надеждой, и этот взгляд был для меня тяжелее гранитной плиты. Я был их единственной соломинкой. «Есть идея», — сказал я, стараясь звучать бодрее, чем чувствовал себя на самом деле. «Недалеко отсюда есть интернет-кафе. Там точно будет хороший интернет. Мы найдем адрес его офиса». На последние деньги с карты я поймал такси. Старенький Логан пах бензином и елочкой-освежителем. Водитель, хмурый мужчина лет 50, косился на нас в зеркало заднего вида с нескрываемым подозрением. Пока мы ехали, телефон снова завибрировал. Сообщение от Светы. Короткое и безжалостное. Он подписал акт. Сказал, можешь приходить за расчетом и трудовой. Дим, мне очень жаль. Я смотрел на экран, на эти несколько слов, и чувствовал, как земля уходит из-под ног. Все. Это точка. Холодная пустота заполнила грудь. Я больше не работник продукт-маркета. Я безработный. Идиот, который променял стабильность, какой бы жалкой она ни была, на помощь 2 незнакомым старикам. Горькая обида смешалась с отчаянием. «Сынок, с тобой все в порядке?» — тихо спросила Анна Сергеевна, заметив, как изменилось мое лицо. Я заставил себя улыбнуться. Самая фальшивая улыбка в моей жизни. «Все в порядке, Анна Сергеевна. Просто сообщение по работе, не волнуйтесь». Интернет-кафе оказалось полуподвальным помещением с тусклым светом и запахом пыли. За 10 минут за компьютером, который я оплатил мелочью, найденной в карманах, мне наконец-то улыбнулась удача. По запросу «Волков Логистик Москва» выскочил сайт компании с адресом головного офиса. Бизнес-центр «Северная башня» в районе Марьиной рощи.
Я распечатал карту и адрес на принтере. «Вот», — я протянул листок Анне Сергеевне, — «это здесь. Теперь вы сможете доехать». Она взяла бумажку дрожащими руками, и ее лицо озарилось облегчением. «Дима». Она впервые назвала меня по имени. Мы никогда этого не забудем. Как нам тебя отблагодарить?» В этот момент я чувствовал себя абсолютно выжатым. Все, чего мне хотелось, это добраться до дома, запереться, и чтобы меня никто не трогал. Но я посмотрел на них, таких уязвимых, таких чужих в этом городе, и понял, что не могу просто отдать им бумажку и отправить его никуда. Они снова потеряются. Или наткнутся на очередных доброжелателей. Я вышел на улицу и снова поднял руку, чтобы поймать такси. «Я отвезу вас», — сказал я твердо, открывая приложение такси на телефоне. Поездка до Марьиной рощи стоила около 700 рублей. На моей карте оставалась последняя 1000, неприкосновенный запас до зарплаты, которой теперь не будет. Я нажал кнопку «Заказать». «Дима, не нужно», — запротестовала Анна Сергеевна. «Ты и так потратил на нас все деньги. Мы сами». «Никаких «сами», — отрезал я мягко, но не терпящим возражений тоном. «Я должен быть уверен, что с вами все будет хорошо». Мы сели в машину. Пока мы ехали по шумным улицам Москвы, я молча смотрел в окно. В голове была абсолютная пустота. Ни страха, ни сожаления. Только глухая, звенящая усталость. Бизнес-центр «Северная башня» оказался сияющим стеклянным небоскребом, символом той самой другой, успешной жизни, которая существовала параллельно моей. Я довел их до вращающихся дверей, ведущих в холл с мраморным полом. «Ну вот, мы на месте», — сказал я. «Здесь на ресепшене вам помогут». Анна Сергеевна вдруг крепко обняла меня. «Ты наш ангел-хранитель, Дима», — прошептала она мне на ухо. «Запиши нам свой номер телефона и адрес. Стас, он обязательно должен тебя поблагодарить». Я не хотел ничего этого. Мне было неловко. Но она смотрела на меня так, что отказать было невозможно. Я нацарапал свой номер и адрес на обратной стороне распечатанной карты. «Спасибо, сынок», — Николай Петрович пожал мне руку. Его ладонь была сухой и теплой. «Не знаю, что бы мы без тебя делали». Они скрылись за стеклянными дверями. А я остался один на улице, под холодным ноябрьским небом, без работы и с последними рублями на карте. Я развернулся и пошел пешком в сторону метро, не зная, как буду объяснять все это Кириллу, и стоила ли того моя доброта. В тот момент ответа на этот вопрос у меня не было. Дорога домой превратилась в мучительное, растянутое во времени наказание. Сначала я долго шел пешком, почти не разбирая пути. Мимо витрин дорогих магазинов. Мимо спешащих по своим делам людей. Каждый из них был частью отлаженного механизма, а я, казалось, выпал из него, стал лишней сломанной деталью. Потом, когда ноги начали гудеть от усталости, я сел в троллейбус и поехал зайцем, инстинктивно вжимая голову в плечи при виде контролеров. Чувство унижения было новым и острым. Оно жгло где-то под ребрами, смешиваясь с глухой пульсирующей болью в висках. Вся утренняя праведность, то мимолетное ощущение правильности поступка испарилось без следа. Его вытеснил липкий и холодный страх. Что я скажу Кириллу? Как мы будем жить? Аренда квартиры, еда, его кружок, моя учеба.
Все это держалось на тонкой ниточке моей зарплаты, и теперь эта нить оборвалась. Дверь в квартиру я открыл своим ключом. Кирилл сидел за столом, склонившись над какими-то схемами. Услышав звук, он поднял голову, и его лицо озарилось. «Дим, ты чего так рано? Что-то случилось?» — спросил он, и в его голосе проскользнула тревога. Он всегда чувствовал мое состояние. Я не смог ничего ответить. Просто молча прошел в комнату, снял рюкзак и сел на диван, уставившись в одну точку. Вся энергия, весь адреналин, что поддерживали меня последние несколько часов, иссякли. Осталась только звенящая пустота и тяжесть, придавившая к дивану. Кирилл подошел и сел рядом. «Дим, тебя уволили?» Я медленно кивнул. Я не хотел врать ему, да и не смог бы. Мы были слишком близки, чтобы играть в эти игры. Он ничего не сказал. Не стал упрекать, не стал задавать вопросов. Просто положил свою руку мне на плечо. Этот простой, молчаливый жест поддержки пробил броню, которую я выстраивал весь день. Что-то внутри меня сломалось, и я закрыл лицо руками, пытаясь сдержать сухие, душащие рыдания. Впервые за много лет я позволил себе эту слабость перед ним. Я чувствовал себя не старшим братом, не опорой, а жалким, проигравшим неудачником. Следующие 2 дня превратились в серый вязкий кошмар. Утром, когда Кирилл уходил в школу, я садился за ноутбук и начинал методично прочесывать сайты по поиску работы. Кассир, продавец-консультант, работник склада, курьер. Я откликался на десятки вакансий, рассылая свое резюме, в котором строка «неоконченное высшее экономическое» смотрелась как клеймо. Днем я ездил на собеседование. Это было еще одним кругом унижений. В одном месте, в маленьком продуктовом магазинчике, полная женщина-директор, оглядев меня с ног до головы, пренебрежительно хмыкнула. «Студент-вечерник? Нам такие не нужны. Нам нужен человек, который будет жить на работе». В другом, в салоне сотовой связи, молодой парень в костюме с чужого плеча, мой ровесник, провел формальное собеседование и процедил сквозь зубы: «Мы вам перезвоним, если ваша кандидатура нас заинтересует». Я знал, что это значит. Никто не перезвонит. Я возвращался домой опустошенный, с ощущением, будто меня вывернули наизнанку и вытряхнули все остатки самоуважения. К вечеру приходила Света. Она приносила пакеты с едой, что-то списывала в магазине, что-то покупала сама. «Ну что, нашел что-нибудь?» — спрашивала она, стараясь говорить бодро. Я только мотал головой. «Держись, Димка». Она подружески хлопала меня по плечу. «Прорвешься. Ты парень с головой». Но я уже не был в этом уверен. Голова была забита только одним: где взять деньги? Приближался срок оплаты аренды. Хозяин нашей квартиры, пожилой и въедливый мужик, не терпел задержек. Потом счета за коммуналку. А потом пришло уведомление из деканата. Напоминание об оплате следующего семестра. Сумма, которая еще неделю назад казалась просто большой, теперь выглядела астрономической, абсолютно неподъемной. Я сидел на кухне поздно вечером, когда Кирилл уже спал, и тупо смотрел на эту бумажку. В голове крутилась одна и та же мысль, навязчивая, как скрип несмазанной двери. И зачем? Зачем я это сделал? Я мог пройти мимо, мог, как и все остальные в том вагоне, и сейчас у меня была бы работа, были бы деньги, была бы хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне.
А теперь не было ничего, кроме долгов и унизительных поисков. Доброта. Что толку от этой доброты, если из-за нее мой брат может остаться без крыши над головой, а я без шанса на нормальное будущее? Я вспомнил лицо Анны Сергеевны, ее слова про ангела-хранителя. Ирония была настолько злой, что мне захотелось рассмеяться. Ангел-хранитель, который не может заплатить за собственную квартиру. На третий день я почти сдался. Я уже не искал работу по специальности. Я готов был пойти грузчиком, дворником, кем угодно. И я сидел дома, механически листая страницы с вакансиями, когда раздался звонок в дверь. Я вздрогнул. Первая мысль — хозяин квартиры. Я же просрочил платеж на 1 день. Сердце заколотилось. Я медленно пошел к двери, на ходу придумывая, что я ему скажу. Попрошу отсрочку на неделю. А что будет через неделю? Я посмотрел в глазок и замер. На лестничной площадке стоял незнакомый мужчина. Высокий, в дорогом темном пальто и идеально выглаженном костюме. Он не был похож ни на коллектора, ни на участкового. Спокойное, уверенное лицо, умные проницательные глаза. В его облике было что-то знакомое, но я не мог понять, что именно. Сглотнув подступивший к горлу ком, я неуверенно повернул ключ в замке. Дверь со скрипом отворилась. Мужчина посмотрел на меня, и в его глазах промелькнуло что-то вроде узнавания. «Дмитрий Орлов?» — спросил он. Голос был спокойным, глубоким и очень ровным. «Да», — выдавил я. «Добрый день. Меня зовут Станислав Волков». Мир на мгновение качнулся. Волков. Станислав Игоревич Волков. Сын той самой пары из электрички. Я стоял на пороге своей обшарпанной квартиры, в растянутой домашней футболке, небритый и растерянный, а передо мной стоял человек из другого мира. Мира стеклянных небоскребов, дорогих пальто и полированных столов. И он пришел ко мне. Зачем? Этот вопрос оглушил меня, вытеснив все остальные мысли. Я стоял как вкопанный, не в силах ни пригласить его войти, ни закрыть перед ним дверь. Мозг отчаянно пытался обработать информацию. Станислав Волков. Сын. Он нашел меня. Мысли метались, как стая испуганных птиц. Он приехал отдать долг, привезти деньги за такси. Или, может быть, приехал высказать мне, что из-за моего вмешательства его родители пережили стресс. Я был готов к чему угодно. К благодарности, к упреку, к снисходительному жесту в виде хрустящей купюры, сунутой в карман. «Могу я войти?» Его голос вывел меня из ступора. Он говорил спокойно, без тени высокомерия, но в его тоне была властность человека, привыкшего, что ему не отказывают. «Да, конечно, проходите», — пробормотал я, отступая вглубь коридора. Он вошел, и наша маленькая квартира, казалось, съежилась под его присутствием. Воздух мгновенно наполнился дорогим ароматом, который я почувствую снова через несколько дней в его кабинете. Он снял пальто, и я неловко повесил его на крючок в прихожей, рядом со своей потертой курткой. Контраст был вопиющим. Не ожидал. Только и смог выговорить я, приглашая его на кухню, единственное место, где можно было сидеть, кроме моего дивана, в заваленной учебниками комнате. «Я тоже не ожидал, что мне придется вас искать, Дмитрий». Он сел на шаткую табуретку, которая под ним, казалось, вот-вот развалится. Он окинул взглядом скромную обстановку.
Старенький холодильник «Саратов», стопку моих конспектов на подоконнике, выцветшую клеенку на столе. Но в его взгляде не было ни капли презрения или брезгливости, скорее вдумчивое любопытство. «Я сначала поехал в тот супермаркет», — продолжил он. «Думал, вы там работаете. Но мне сказали, что вас уволили за опоздание в тот самый день». Он произнес это как констатацию факта. Но я почувствовал, как щеки заливает краска стыда. Он знает. Знает, чего мне стоила помощь его родителям. «Ваши родители, с ними все в порядке?» — спросил я, чтобы прервать неловкое молчание. «Да». Он коротко улыбнулся, и в уголках его глаз собрались морщинки. «Да. Благодаря вам. Отец вовремя принял лекарство. Я, честно говоря, до сих пор не могу представить, что бы было, если бы вы тогда не оказались рядом. Они приехали в Москву, как два ребенка, решив сделать мне сюрприз. Рассказали мне все в слезах. Про электричку, про то, как вы потратили на них свои деньги, как потеряли работу. Мама называет вас не иначе, как наш ангел-хранитель Дима». Я смущенно опустил глаза. Слушать это было неловко. Я не чувствовал себя ни ангелом, ни героем. Я чувствовал себя идиотом, сидящим на мели. «Любой на моем месте поступил бы так же», — пробормотал я. «Вот в этом, Дмитрий, вы глубоко ошибаетесь». Его голос стал жестче. «Любой на вашем месте прошел бы мимо, как и прошли десятки других людей в том вагоне, а вы не прошли. Вы рискнули всем, что у вас было, ради двух совершенно незнакомых вам людей». Он помолчал, внимательно глядя на меня. Я чувствовал себя под микроскопом. Я приехал не просто, чтобы сказать спасибо. Наконец произнес он. «Словами здесь не поможешь. Я хочу возместить вам». «Не нужно», — резко перебил я. Я не знал, откуда во мне взялась эта гордость, но мысль о том, что он сейчас достанет пачку денег, была невыносима. Я не для этого это делал. Он усмехнулся, словно ожидал такой реакции. Я так и думал, поэтому мое предложение будет другим. Отец описал мне не только вашу доброту, но и то, как вы действовали. Четко, методично, без паники. Нашли информацию, организовали такси, довели дело до конца, хотя у вас самого земля горела под ногами. Знаете, Дмитрий, в моем бизнесе, а у меня крупная логистическая компания, постоянно возникают непредвиденные ситуации. Поломки, срывы поставок, недобросовестные партнеры. И мне нужны люди, которые умеют не просто выполнять инструкции, а решать проблемы, думать, брать на себя ответственность. Люди с принципами. Мое сердце, до этого стучавшее где-то в пятках, вдруг подскочило к горлу. Я не смел поверить в то, к чему он клонит. «Я предлагаю вам работу, Дмитрий». Воздух стал плотным, я забыл, как дышать. «Работу ту?» — переспросил я шепотом. «Да. Должность координатора в операционном отделе. Это стрессовая работа, но, как я вижу, к стрессу вы привыкли. Она требует аналитического склада ума, который, я уверен, у вас есть, раз вы учитесь на экономическом. И она требует человеческих качеств, которые у вас точно есть. График мы подстроим под вашу учебу. А зарплата? Он назвал сумму, от которой у меня потемнело в глазах. Эта сумма не просто покрывала все мои долги. Она выводила нашу с Кириллом жизнь на совершенно другой, немыслимый до этого дня уровень. Я молчал оглушенный. Этого не могло быть. Это был какой-то розыгрыш, сон, галлюцинация от голода и усталости. «Я понимаю, это неожиданно», — сказал Волков, поднимаясь. Он достал из кармана визитку. «Подумайте,
Если вы согласны, жду вас завтра в 10 утра у себя в офисе. Адрес тот же, куда вы привезли моих родителей. Просто покажете на ресепшене визитку». Он надел пальто, пожал мне руку. Его рукопожатие было сильным и уверенным. И вышел, оставив меня одного посреди кухни с маленьким кусочком картона в руке. Я смотрел на визитку. Станислав Волков, генеральный директор, Волков Логистик и номер телефона. Я стоял так, наверное, несколько минут, а потом медленно сполз по стене на пол. Внутри меня бушевала буря, шок, недоверие, страх и надежда. Робкая, слабая, но такая пьянящая. Надежда на то, что этот кошмар закончился. На следующий день в 10 утра я стоял перед вращающимися дверями Северной башни. На мне была единственная приличная рубашка и вычищенные до блеска старые ботинки. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышат все вокруг. И вот я сижу в этом кабинете. Передо мной на полированной поверхности стола из темного дерева лежит трудовой договор. Запах дорогого парфюма, кожи и кофе окутывает меня, и я смотрю на строку с суммой оклада. Цифры больше не пляшут. Они стоят ровно, четко, обещая новую жизнь. «Ну что, Дмитрий?» — голос Станислава Игоревича выводит меня из оцепенения. «Мы ударим по рукам?» Я поднимаю на него глаза. Вспоминаю холодный вагон электрички, растерянные лица Николая Петровича и Анны Сергеевны, ухмылку менеджера, пустые дни поисков и свое отчаяние. Вспоминаю теплое рукопожатие старика и слова его жены про ангела-хранителя. И в этот момент я понимаю, что тот мой поступок, стоивший мне работы и последних денег, на самом деле был не тратой. Это была самая выгодная инвестиция в моей жизни. Я беру тяжелую дорогую ручку. Да. И ставлю свою подпись, которая делит мою жизнь на «до» и «после». Один билет на электричку, один неверный, с точки зрения прагматики шаг, и я сошел совсем на другой станции, на той, о которой даже не смел мечтать.